В Назрановском лицее собрались 70 победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по химии со всех школ республики. Чтобы побороться за главный приз – принять участие в всероссийском этапе, от заветного места их отделяет только одна ступень – победа в региональном. Вот и Амира Гадаборшева решила попытать удачу. Десятиклассница не первый раз участвует в интеллектуальном соревновании и 4 раза получала призовые места во всероссийском этапе. Олимпиады, мне кажется, нужны особенно для тех, кто интересуется предметом гораздо больше, чем это предполагает школьная программа. То есть на Олимпиадах попадаются различные задания интересные, то есть мы можем развиваться, дают нам дальнейший рост. И если говорить в общем, то Олимпиада находит талантливых и даже способных ребят и дает нам дальнейшее развитие. Все свои записи вы записываете. Если у вас не получается что-то, значит надо будет это все потом еще раз проделать, проэкспериментировать. После решения задач в теории школьники проверяют их на практике. Для этого в лицее есть своя лаборатория. А оценивают ответы ребят заслуженные учителя и профессора, как республики, так и страны. К примеру, знания в химии проверяет Яха Зурабова. Заслуженный учитель России работает в этом лицее около 20 лет и который раз принимает участие в роли члена жюри Олимпиады. С удовольствием каждый год наблюдаю за самыми умными, самыми элитарными детьми нашей республики. Если камера заснимет их, посмотрите, это будущие ученые, это будущие врачи, это будущее нашей республики. Это то, ради чего мы должны сегодня с вами работать, быть на своем месте. Если вы понаблюдаете за тем, как они работают, пытливый, научный, уже научный ум, умные взгляды, желание сделать открытие. Близняшки Лаура и Алина Зурабовы в Олимпиаде участвуют впервые. Вот только Лауре, в отличие от сестры, досталась непростая задача. Но сложности ее никогда не пугали, тем более в любимом предмете. Было очень интересно размешивать разные реагенты и получать вещества. Мы должны были находить в 7 пробирках каждое вещество. И я думаю, что я с этим справилась. В будущем я хочу связать свою жизнь с химией, я хочу стать врачом, и думаю, у меня все получится. Всероссийская олимпиада для школьников стартовала в Ингушетии 11 января и продлится до 25 февраля. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам, в том числе по 6 иностранным языкам. Свои знания учащиеся уже проверили по 2 предметам, это французскому и русскому языкам. Победители регионального этапа будут представлять республику на всероссийском, где в случае победы ребятам предоставятся льготы при приеме в высшие учебные заведения по специальностям, соответствующим профилю Олимпиады. Дана Плеева, Ахмед Гандаров, Новости 24.